В эфире «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах выпуска. В ноябре еще 2 общественных пространства ведут в Якутске о сдаче объектов и обновлении дорог. Ребята из арктических районов республики проходят обучение будущей арктической авиации. Им предстоит участие в фестивале беспилотников. Автопарки учреждений физической культуры и спорта пополнились новыми машинами. Какие школы получили авто? Гонка с элементами биатлона и лыжного спринта. На трассах Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва состоялись состязания по биатлону. НВК «Саха» выпускает мультфильмы и мультсериалы для детей на родном языке. О новогоднем подарке юным зрителям. Еще 2 общественных пространства ведут в Якутске в рамках мастер-плана. Глава Якутии Айсен Николаев принял мэра Якутска Евгения Григорьева. Одной из главных тем разговора стала реализация мастер-плана города, в рамках которой недавно после обновления состоялось открытие площади Ленина. Вслед за этим ожидается ввод еще 2 общественных пространств – набережных Романа Дмитриева и озера Сайсары. Сдать объекты планируется в ноябре. Кроме того, отдельной темой на встрече стала реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в рамках которой в городе в этом году ожидается ввод более 36 километров дорог. Появилась возможность кругового движения вокруг озера Сайсара. Это является новой опцией, которой до этого не было, поэтому надеюсь, что данный маршрут будет пользоваться успехом не только в летнее, осенне-весеннее время, но и в зимнее. Мы видим, насколько люди наши любят и в зимнее время прогулки, поэтому я думаю, это станет излюбленным местом уже с этой зимы. Продолжается работа по социальной поддержке участников СВО и членов их семей по линии среднего общего образования. В сфере дошкольного образования родители могут оформить освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в детских садах. В настоящее время ей воспользовались около 2000 семей. 21 ребенок в первоочередном порядке обеспечен местом в группу круглосуточного пребывания. В школах продолжают организацию бесплатного горячего питания учащимся с 5 по 11 классы. 95 семей воспользовались сегодня правом на зачисление детей в группы продленного дня в школах, где после основных уроков дети занимаются различными видами дополнительного образования. 1029 учащихся сегодня бесплатно посещают кружки и секции после школы. И на сегодняшний день реализовано 2167 путевок в организацию отдыха детей и их оздоровления и санаторно-курортного лечения. Ректор Санкт-Петербургского университета гражданской авиации Юрий Михальчевский в ходе рабочего визита встретился с детьми, проходящими программу будущей арктической авиации. Встреча прошла в формате беседы, ребята задавали интересующие их вопросы. Подробности далее. Собранные, ответственные и готовые идти вперед. Такими словами можно охарактеризовать школьников и студентов, что хотят связать свою жизнь с авиацией. Встреча с Юрием Михальчевским у ребят вызвала большой интерес. У меня в семье, у меня династия авиации, и я выросла в этом. У меня все детство было с авиацией связано. Меня отец возил на свои командировки и какие-то еще мероприятия. И я решила, что, возможно, это мое. Я собираюсь поступать в Санкт-Петербург, в СПбГУ гражданской авиации. У меня в планах стать пилотом, либо авиадиспетчером. Напомним, в рамках программы принимают участие около 50 ребят, преимущественно с арктических районов республики. В смену входила дополнительная подготовка по профильным предметам, творческие конкурсы и кружки по интересам, а также мастер-классы и встречи со специалистами и экспертами в области авиации. Данная смена, которая проводится в будущей арктической авиации, она была задумана еще в начале года, когда шла проектная сессия по проведению года детства. И зачинателем как раз-таки данной идеи была наш министр Нургуна Афанасьевна Соколова.
В данное время дети проходят обучение по образовательным предметам, и еще у них есть профориентационные экскурсии, где ездят и смотрят, как работают в авиакомпании «Якутия», как обучаются дети в авиационном колледже. То есть это все у них прошито как раз-таки в образовательной программе. Главная цель программы – подготовить будущие высококвалифицированные кадры для авиации в арктических районах. У нас поступает обычно около 100 человек примерно на курс. Вот так и будем учить их. И те, которые прошли здесь, мы будем за ними следить и смотреть, как они будут поступать. Нас очень интересуют те ребята, которые из северных улусов должны поступить к нам с целью, чтобы потом вернулись на те же места работы, в те же районы с авиационными специалистами. Итогом смены станет Всероссийский фестиваль беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба», в котором ребята примут участие. Мероприятие стартует в Якутске на этой неделе 29 числа и продлится до конца октября. Тимур Калмогоров, Семен Семенов, Якутск. Нюрнбергский транспортный прокурор утвердил обвинительное постановление в отношении 60-летнего гражданина Республики Беларусь, обвиняемого в совершении преступления, а именно покушение на дачу взятки в размере менее 10 тысяч рублей. В ходе дознания установлено, что мужчина 30 сентября 2024 года вместе с другими вахтовиками возвращался домой и находился в состоянии алкогольного опьянения, за что из зоны досмотра аэропорта Нерюнгри был доставлен в дежурную часть отдела транспортной полиции для составления протокола об административном правонарушении. Обвиняемый предложил сотруднику полиции 1000 рублей и попросил не привлекать его к административной ответственности. Полицейский от взятки отказался и задержал мужчину. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в Мировой суд Нюрнбергского суда Республики Саха-Якутия для рассмотрения по существу. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года. По ходатайству виновного дознание производится в сокращенной форме, в связи с чем наказание не может превышать половину от указанного срока. Сегодня автопарки некоторых учреждений физической культуры и спорта пополнились новыми машинами. Автобусы ПАС и микроавтобусы «Газель» передали в пользование спортивным школам и училищам Олимпийского резерва. Подробнее расскажет мой коллега Александр Хавренко. Спортивные школы и училища Олимпийского резерва есть практически в каждом районе республики. И для многих из них одной из главных проблем остается вопрос доставки спортсменов на соревнования в Якутск и другие районы. Сегодня несколько таких школ получили решение этой проблемы в виде пополнения в своем автопарке. В этом году провели 8 международные игры «Дети Азии» на высоком организационном уровне. Ну и к этим играм были закуплены эти автобусы, микроавтобусы «Газель». Да, поэтому после игр распоряжением правительства нашей республики эти автобусы переданы нашим учреждениям. Мы сегодня очень благодарны главе нашей республики Саха-Якутия Айсену Сергеевичу Николаеву, ну и, конечно же, правительство, которое поддерживает развитие физической культуры и спорта и детского спорта. Одним из обладателей нового автобуса стала специализированная спортивная школа по зимним видам спорта. Хорошее приобретение для города, это особенно будет удобно. Небольшой автобус вместительный по сравнению с пазиком, более ловкий такой будет, более мобильные группы будет перевозить и очень удобно. Вообще у нас сейчас 2 ледовых дворца. Бывает, что тренировки проходят в Сулусе, в Фоке Сулус, и приходится туда детей тоже доставлять. И на этом автобусе будет маленько побыстрее, половчее, как говорится. Теперь, благодаря новым автобусам, воспитанники и тренеры спортшкол смогут чаще выезжать на соревнования и тем самым повышать свое мастерство и воспитывать новых чемпионов. Александр Хавренко, Иван Сорокаумов, Якутск. В центре «Мой бизнес» состоялся мастер-класс «Как создать продающую презентацию». На встрече присутствовали предприниматели, самозанятые, стремящиеся улучшить свои навыки в области продажи своего продукта или услуги. Встречу провел опытный специалист-дизайнер Александр Румянцев. Он поделился ценными советами и примерами по созданию эффективных, запоминающихся и продающихся презентаций, которые способны привлечь внимание и убедить аудиторию. Напомним, Центр «Мой бизнес» оказывает широкий комплекс услуг для бизнеса Якутии на бесплатной основе в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Особо этих секретов нету, то есть нужно все-таки взять структуру, проработать, то есть для кого вы делаете, кто ваш клиент, там, проблема решения, что предлагаете, ну и в конце там призыв к действию, то есть люди должны понимать, что они там должны сделать. Обычно в конце там пишут там спасибо за внимание, но правильно
указывать, что позвоните мне, там, не знаю, свяжитесь, сделайте пробный заказ или что-то такое. В год семьи в Ниренгринском районе реализуется ряд мер в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. В течение года прошло большое количество как федеральных, так и региональных мероприятий, среди которых единовременная выплата семьям, вступившим в брак от 25 до 30 лет, выплата семьям, состоящим в браке 50 лет, а также единовременные выплаты матерям, дети которых зачислены в 1 класс. Таких в Ниренгринском районе около 800. Кроме того, мы предусмотрели выплаты для беременных женщин, которые выезжают для обследования в город Якутск по показаниям медицинских учреждений. И кроме этого, мы продолжили реализацию тех мер, которые у нас были заложены ранее. Это акция новому жителю Ниренгринского района, которая предусматривает выдачу наборов первоочередных вещей и атрибутов для новорожденных. Это выдача комплексов витаминов для женщин, которые встали на учет по беременности и родам. Мы продолжили оплату проезда для малообеспеченных студентов, которые обучаются здесь, на территории Ниренгринского района, и посещают эти учреждения из других поселков. Народный ансамбль «Одун» провел 7-ю благотворительную ярмарку «Сделаем вместе праздник детям». Родители совместно со своими детьми не только готовили продукцию для продажи, но и участвовали в конкурсах. Подробнее смотрите далее. По условиям ярмарки все участники были разделены на команды, а их стенды были оформлены по мотивам сказок. Родители вместе с детьми представили собственно приготовленные якутские национальные блюда. На ярмарке также продавали украшения ручной работы. Сегодня у нас проходит ярмарка по темам сказок. У нас сегодня в нашу группу попалась тема сказки «Маша и медведь». Участвуют 5 родителей, которые самые активные сегодня. У нас все сделано своими руками. И кондитерские изделия, и варенье, какие-то соленья. Все, что нашли у себя дома. Во время работы ярмарки жюри оценивало стенды участников по нескольким критериям. Самые креативные и яркие места были отмечены специальными призами. Во время ярмарки также провели конкурс косплея среди детей. В рамках ярмарки у нас сегодня пройдет конкурс косплей, где ребята подготовили костюмы, маскарады своих любимых героев сказок. Конкурс костюмов косплей у нас будет проходить для детей с возраста от 3 до 12 лет по номинациям «Стилизованный авангардный костюм» и «Традиционный костюм любимых героев сказок». Сегодняшние наши команды мы отмечаем по таким номинациям, как «Лучшие предприниматели», «Самый большой ассортимент на столе» и, конечно же, «Лучшее оформление». Народный ансамбль «Одун» был создан в 2001 году для изучения, сохранения и популяризации самобытной национальной культуры, обычаев, традиций и духовного наследия народов Якутии. Ансамбль насчитывает более 600 участников и разбросан в разных концах города, в разных школах и на базе детского подросткового центра. Хочется поблагодарить, конечно, наших самых активных родителей, потому что без них мы никуда, которые столько вкладывают для того, чтобы нашим детям было комфортно и хорошо. Сегодня ярмарка очень разнообразная. Своими руками дети создавали какие-то интересные вещи, родители пекли, и жители нашего города приходят поддержать наши коллективы. Все вырученные во время ярмарки средства пойдут на развитие детских проектов, поддержку инициатив ансамбля и дальнейшее участие детей в культурных мероприятиях. Вероника Таюрская, Григорий Охлопков, Якутск. Соревнованиям зимнего сезона дан официальный старт. На трассах Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва состоялись состязания по биатлону в формате ультраспринт. Гонка, объединяющая в себе элементы биатлона и лыжного спринта, в Якутии в этом году прошла во 2-й раз. Продолжат наши алданские коллеги. Наступивший зимний сезон начался с яркого и захватывающего события. На трассах Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва Алдана состоялись соревнования по биатлону в формате ультраспринт. Погода в этот день выдалась хотя и мягкой, но снежной и ветреной. Однако для спортсменов это не стало препятствием.
Конечно же, мы рады, что приезжают очень хорошие спортсмены, участвуют на нашем турнире. Конечно же, я общался и со своими спортсменами, тренерами, судьями. Мы организацию делаем очень хорошо. А вообще республики мы проводим на высоком организационном уровне. Те, которые всегда приезжают сюда, тем более в Алдан, все благодарны за такую организацию и, конечно же, проведение этих соревнований. Выдающимся снайперам лыжни и чемпионам прошлых сезонов силы противопоставили начинающие биатлонисты. Соревнования состояли из нескольких этапов. В прологе определились сильнейшие, продолжившие битву в полуфиналах. Победители поборолись за первенство в финале. Могу сказать, что подготовились очень хорошо, очень все нарядно, профессионально. И трасса, и стрельбище. Я сегодня на лыжах тоже сам прошел, прокатился. Соревнования по биатлону «Ультраспринт» совместили в себе две дисциплины – биатлон и лыжные спринтерские гонки. Напомним, дебютные в Якутии состязания в таком формате состоялись в прошлом году. Однозначно они переходят в традиционные, потому что, на самом деле, очень интересный формат проведения соревнований. Об этом говорил и главный старший тренер сборной России. Это всем нравится, именно этот формат проведения мероприятий. Все быстро, динамично и самое интересное, только в Алдане зрители пускают в эпицентр событий. Дистанция составила 2 километра с 2 огневыми рубежами. Сначала на старт вышли мужчины, затем прошла гонка среди женщин. В этот раз в первоначальные условия были внесены коррективы. Промахи на огневом рубеже теперь не предусматривали штрафное время. В этом году мы учли некоторые нюансы, которые в прошлом году не очень смотрелись. Например, момент со стрельбой, когда не было штрафного круга, мы добавляли дополнительное время спортсменам. В этом году решили им дать дополнительные патроны, которые они могут использовать для того, чтобы поразить мишени. То есть, если в прошлом году было всего 3 патрона, то сейчас будет 6 патронов на 2 рубежа. Хочу поблагодарить всех спортсменов, которые сюда приезжают, тренеров, которые тоже здесь приезжают и показывают свое мастерство. Мы сегодня гордимся, что сборная России у нас тренируется и готовится к большим соревнованиям, в которые они участвуют. Хочу поблагодарить наших спонсоров. Сегодня уже хорошая тенденция идет. Многие предприятия, которые работают в нашей республике. В мужском забеге силами померились 15 спортсменов. Женщин и девушек было 6. Соревнования, как и в прошлый раз, собрали огромное количество любителей и поклонников биатлона и лыжного спорта. Я, наверное, хотел бы добавить, чтобы пригласить жителей Алдана, детей, взрослых, гулять на лыжах, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. И Якутии. Победителем ультраспринтерской гонки среди мужчин стал Кирилл Бажин. 2 место занял победитель соревнований 2023-го Эдуард Латыпов и замкнул тройку сильнейших Василий Томшин. В женском забеге золото и серебро завоевали якутянки Регина Петрова и Августина Иванова. Бронзу взяла москвичка Кристина Павлушина. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. В ботаническом саду Владивостока пик цветения георгинов и хризантем. Ботанический сад основан в 1949 году, занимает площадь более 100 гектаров и является одним из крупнейших ботанических садов Дальнего Востока. Осенью сад демонстрирует разнообразие флоры, где можно увидеть более 2500 видов растений. В коллекции сада более 200 сортов георгинов. Вместе с ними начинают цвести и хризантемы. Пик их цветения приходится на октябрь. Сегодня я впервые была в ботаническом саду, мне всегда рекомендовали его посетить. Ботанический сад очень большой, тут можно увидеть большие громадные деревья, экспозиции с разными сортами цветов. Также помимо растений можно увидеть животных, например, кроликов и рыбок в пруду, также их можно покормить. 28 октября отмечается Международный день анимации. Медиакомпания НВК «Саха» выпускает мультфильмы и мультсериалы для детей на родном языке, о которых расскажем далее.
Первым якутским мультсериалом стал «Току», повествующий о приключениях жеребенка Току и его друзей. Летом 2024 года начал вещание первый детский телеканал на якутском языке, который носит имя первого проекта. Также имя персонажа носит фестиваль якутской анимации «Току Фест». У нас на данный момент есть 3 мультика «Току», «Айтал и Аптахкус» и вот новый мультик, который выйдет в конце декабря, «Имана». Все наши мультики рисуют наши художники-аниматоры, озвучивают известные люди, артисты, дети, школьники и так далее. Еще у нас есть студия дубляжа, и там девочки переводят и занимаются озвучкой популярных российских мультиков. На данный момент мы работаем над мультиком «Барбоскины». Также у нас сейчас в переводе и в озвучке мультик популярный «Пороро». Детский телеканал «Току» показывает не только популярные российские мультики, переведенные на якутский язык и языки коренных народов республики, но и работает над собственными проектами, среди которых «Айтал Уонна Аптах Кюс». Я работаю над проектом «Айтал Уонна Аптах Кюс». Мы делаем сейчас 2-й сезон. Получается, 1-й сезон вышел в прошлом году и состоял из 20 серий. А в этом году мы делаем 10 серий. В прошлом году сериал концентрировался на мальчике Айтале, который был учеником 2 класса, и у него была мечта стать супергероем. Как мы все видели, он победил злую силу в конце сезона, а сейчас ему, друзьям, предстоит найти волшебную силу и одолеть зло. Настоящим новогодним подарком для детей республики станет премьера нового 10-серийного мультсериала «Имана». В основу проекта лег комикс Гаврила Спиридонова «Северная фея». Это будет мультик в декорациях именно Крайнего Севера. Там будет тундра, вот как раз малочисленные народы показаны, их быт, как они живут. И сама история будет про маленькую волшебную северную фею, которая хранит, получается, всю тундру, его обитателей и помогает всем его, так скажем, жителям с помощью своей волшебной сумочки. Анимация остается одной из самых креативных направлений в мире кинематографа. Мультики носят не только развлекательный характер, но и поучительный. Всемирный день анимации, который был учрежден в 2002 году, способствует развитию индустрии анимационного кино. Вероника Тырская, Григорий Хлопков, Якутск. Шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября началась для россиян из-за празднования Дня народного единства. Суббота, 2 ноября, будет рабочий, а понедельник, 4 ноября, станет выходным днем из-за праздника. Выходной 2 ноября был перенесен на 30 апреля, что дало возможность отдыхать 4 дня на майские праздники. Таким образом, следующая рабочая неделя будет короткой – с 5 по 8 ноября. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. До встречи в эфире.